Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Семен Тимофеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Трагедия в одном из садовых товариществ города. На пожаре в СНТ «Энергетик» погибли отец и дочь. Еще одному ребенку удалось спастись. Жители дома 11-14 бьют тревогу. Попасть в высотку без специального ключа невозможно. Жаркая погода опасна для жизни. Как температура влияет на внимательность водителя и технические характеристики автомобиля. Из Питера до Владивостока путешественники решили пересечь Россию на электрокаре. Трагедия в одном из садовых товариществ набережных Челнов. В пожаре погибли отец и 12-летняя дочь. Еще одному ребенку удалось спастись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. На месте трагедии побывала моя коллега Лилия Гатина. Сообщение о возгорании спасатели получили этой ночью. На момент прибытия пожарных подразделений дом площадью 24 квадратных метра был полностью объят огнем. Во время возгорания в доме находились 37-летний мужчина и двое детей. К сожалению, во время пожара мужчина и 12-летний ребенок погибли, но, к счастью, 7-летняя девочка самостоятельно удалось спастись, и с 15% ожогами ее доставили в КДМЦ. Состояние девочки оценивается как тяжелое, но стабильное, пояснили в Камском детском медицинском центре. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Челнинские врачи работают совместно со специалистами ДРКБ. Это сейчас хоть караул кричит. По словам соседей, семья благополучная. Мужчина не пил и не курил. Они часто приезжали на дачу. В день трагедии отец семейства остался в садовом обществе вместе с двумя детьми. Жена была в городе. Просто приехали здесь ночевать с детьми. Здесь же хорошо. Сами знаете, как жарко в городе. Он вообще парень был хороший. Отличный парень был. Причина пожара еще не установлена. Рассматриваются несколько версий произошедшего. Будет назначаться пожаротехническая экспертиза для установления причин пожара. А на сегодняшний день, на данный момент, то есть предполагаемая причина пожара является нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. По информации МЧС, в ходе осмотра были обнаружены электрические провода со следами короткого замыкания. Но кабели в СНТ меняли совсем недавно, пояснил председатель. У нас же проводка по программе по софинансированию на наш рубль государство давало 2 рубля. Мы в 3 этапа все общество заменили. Все провода, все столбы заменили, счетчики вынесли на улицу. Мы же ночью открывали их, не счетчик. Все было нормально. Автоматы вырубились. Проверку соблюдения требований пожарной безопасности организовала и прокуратура. На место происшествия выезжали прокурор города Дмитрий Ерпелев и его заместитель Айдар Салимуллин. Лилия Гатина, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. А в этом случае, можно сказать, повезло. Челнинец оказался в шаге от трагедии. Напротив остановки «Центральной» на реке Меликеске инспекторы спасли тонувшего мужчину. Известно, что он рыбачил с товарищем. В какой-то момент выпал из резиновой лодки. К счастью, акваторию патрулировали спасатели. За отсутствием жилетов на рыбаков были составлены протоколы. Каждому из них придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Судя по видео, помощь медиков им не потребовалась. Я просто чуть не утонул, я захлебнулся немного. И чуть-чуть бы, и все уже. С одной стороны не подъехать, с другой не войти. Жители дома 11-14 бьют тревогу. В случае ЧП ни пожарная служба, ни скорая не смогут оперативно попасть в многоквартирный дом. Дверь в подъезд закрывается на домофон, но позвонить в квартиру нельзя, возмущаются челнинцы. В 12-этажный многоквартирный дом 11-14 можно попасть через 2 входа, но все не так просто, рассказывает Мария Козина. Подъехать на автомобиль со стороны проспекта Мира не получится, проезд перекрыт дорожными ограждениями. Но у высотки есть еще один вход, однако попасть внутрь можно только с домофонным ключом. Функции позвонить в квартиру нет, возмущаются челнинцы. Был случай, что моему брату было очень плохо, я вызвала скорую, а он не может спуститься и встретить их. Также у нас очень старый дом, много пожилых людей, как на этаже, так и в доме. И они не могут физически пустить людей, да. То есть на кнопку домофона они открыть откроют,
а спуститься они не могут. И даже выйти из подъезда со стороны двора можно только с помощью домофонного ключа. Это задумка старшей по дому, жалуются местные жители. Разговоры с ней результата не приносят. Челнинцы боятся, что экстренные службы не смогут вовремя прийти на помощь в случае чрезвычайного происшествия. Это старшие по дому решила так. Пожар был у нас в первом подъезде, не могли пожарные подъехать. Там, во-первых, машины стоят на пешеходках, а здесь дорога закрыта. А пожар был с этой стороны, двухкомнатная горела, 7-й этаж. Она некомпетентна не во всех вопросах, потому что даже к ней подходишь какими-то жалобами. Она подписывает за нас все, что ей дают. Она все подписывает, на все дает соглашение, не спрашивая ни жильцов, никого. Вы знаете, что жильцы недовольны вашей работой? Не надо убирать ничего здесь. В управляющей компании «Ремжилстрой» пояснили, что запертый выход из дома является пожарным, а значит, жители возмущаются по делу. Выход из подъезда является пожарным, он должен быть открыт. Если жителей не устраивает совет многоквартирного дома, у них есть возможность переизбрать. Для этого нужно провести собрание собственников и большинством голосов, более 50%, выбрать другого председателя. Челнинцам порекомендовали не дожидаться чрезвычайного происшествия, а взять ситуацию в свои руки и выбрать нового старшего по дому, либо так и дежурить у выхода с ключом в руках. Розалия Фахрудинова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. К другим темам. В Набережных Челнах с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Станет дороже горячая вода. Ее стоимость увеличится до 39 рублей 42 копеек за кубический метр. Тепловая энергия вырастет до 1759 рублей за гигакалорий. Повысятся и тарифы за водоотведение и очистку сточных вод. Ставка на питьевую воду останется прежней. А вот тариф на вывоз твердых бытовых отходов вырастет с 456 до 488 рублей за кубический метр. Жаркая погода опасна для жизни. В последнее время на дорогах республики участились аварии, в том числе со смертельным исходом. Можно ли винить в этом изнуряющую жару? Как температура влияет на внимательность водителя и технические характеристики автомобиля? Смотрите далее. Жаркая погода стоит в Татарстане весь июнь. Температура в этом году бьет рекорды, как и количество дорожно-транспортных происшествий. За текущий месяц в авариях уже погибло несколько человек, в том числе детей. Челнинцы неоднократно списывали участившиеся ДТП на жаркую погоду. Жарко очень, не знаю. Тяжело водить. От жары, да, очень самое тяжело. Особенно, когда получается самое 4-5 часа, такой прям самый солнцепек, и, соответственно, у людей теряется внимание, то, что аварии, какие-то дорожные происшествия. Снижение внимательности за рулем при такой температуре подтверждают и врачи. По словам специалистов, во время жары организм быстрее теряет жидкости, кровь становится более вязкой, внутренние процессы замедляются. Поэтому возрастает вероятность и головокружений, утомляемости, ничего не хочется делать. Жаркая погода может стать причиной ДТП, потому что, естественно, скорость реакции у водителя в это время может быть заторможена. Поэтому моя рекомендация – много пить жидкости, периодически останавливаться для того, чтобы отдохнуть за рулем. От жары страдают не только люди, но и автомобили. Хоть машины и рассчитаны на высокую температуру, летом нужно особенно следить за жидкостями и шинами. Очень важно летом контролировать давление в шинах. И также стоит обратить внимание на предельно допустимое давление в резине. Почему? Потому что при высоких температурах, при высоких нагрузках при поездках по трассе возможен повышенный износ протектора, повреждение самого корда и также вплоть до разрыва самой покрышки. Проверять давление необходимо только на холодных шинах, отмечают специалисты. Кроме резины, сильная жара отрицательно влияет на тормозную систему автомобиля. Поэтому перед дальней поездкой следует обязательно проверить все технические характеристики машины. Особенно это касается владельцев транспорта с антипробуксовочной системой. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. В городе стартовал 4-й этап опрессовки. Гидравлические испытания начались в поселках Сидоровка, ГЭС в микрорайоне Замеликесье, в 20-м, 21-м и 22-м комплексах, а также на БСИ. Горячую воду отключили по 12 июля. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. К
санатории Шифалы-Су и Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Мясо халяль. Комсомольский рынок, павильон 105. Телефон 8 953 405 42 45. В эфире новости на Челны ТВ, и мы продолжаем. К началу нового учебного года в Набережных Челнах откроют 3 новых детских сада и 2 гимназии. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов. Дошкольные учреждения строятся в 34-м и 63-м микрорайонах, а также в жилом комплексе «Притяжение». Каждая из них рассчитана на 220 воспитанников. Благодаря новым дошкольным учреждениям планируется обеспечить местами 80% детей от 1,5 до 3 лет. Гимназии откроются в Замеликесье и на проспекте Чулман. Каждая из них рассчитана на 1224 школьника. 14-я гимназия практически укомплектована уже учащимися. Микрорайоны разделены между 14-й гимназией и 39-й школой, о чем мы договорились. Мы разгружаем 39-ю школу. Если бы не построили школу в Замеликесье, то количество детей 39-й школы превысило бы 3000 детей. Рамиль Халимов также добавил, что в городе заканчивается капитальный ремонт 4 школ и 2 детских садов. Паровоз раздора. В нашу редакцию обратился челнинец, который пожаловался на аттракцион в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС. По его словам, паровозик, который катает детей, представляет опасность. В парке пешеходные зоны, а он ездит по тротуарам и загрязняет воздух. Почему нет специального маршрута или отдельной полосы движения, интересуется мужчина. Подробнее далее. О людях надо беспокоиться. Виктор Энгель недоволен аттракционом, который много лет работает в парке культуры и отдыха. Паровозик представляет собой небольшой трактор, к которому прикрепили кабинки для катания детей. Кругом пешеходные зоны, а аттракцион позволяет погулять по территории не пешком, а что называется на колесах. Парк расположен в лесу, многие приезжают сюда подышать свежим воздухом, но сделать это получается не всегда. Это трактор, это дизель. Дизель работает на тяжелом топливе, он дымит. Экологический класс непонятно какой, потому что он старый, еще китайского производства. Вот. Когда мимо он проезжает, а у него маршрут лежит по тротуарной дорожке, создается смог, дышать невозможно. Видим, как дымит. Челнинец призывает руководство парка обратить внимание на экологичность этого транспорта. Кроме того, паровозик ездит по пешеходным зонам, кругом бегают и катаются на самокатах дети. Может произойти трагедия, говорят горожане. Прецедент произойдет, у нас же это законодательство такое, то есть ситуативное. Произошло, начали разбираться. До этого как провели проверку, качественно, некачественно. Вот и все. Колесо, по крайней мере, не скрипит. Дополнительную дорогу то однозначно не сделают. А больше его, если только отменят. Все аттракционы получают допуск к эксплуатации, отмечают юристы. А значит, этот паровозик не просто так ездит по парку. Есть специальные требования для допуска к эксплуатации. Следовательно, если аттракцион работает, он допущен к эксплуатации. Также нужно учесть, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Эту информацию подтвердили и в администрации парка. Все аттракционы ежегодно проходят проверку качества. Необходимые документы, в том числе техосмотр, у трактора есть. Если какие-то жалобы были, поступают в ходе эксплуатации. Мы их обычно всегда проверяем. Данный случай тоже будет разобран по жалобе данного посетителя. Если есть какие-то недоработки, конечно, обязательно мы примем какие-то меры, чтобы привести в соответствие. Благоустройство парка культуры и отдыха началось в 2019 году. Тогда установили новые опоры освещения, сделали тротуары, территорию очистили от сухостоя, посадили новые деревья. Сейчас это одно из излюбленных мест отдыха челнинцев. Реконструкция проходила в рамках республиканской программы «Парки и скверы». Розуля Фахрудинова, Айдар Мосин, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ.
Из Санкт-Петербурга до Владивостока. Такой маршрут проложили путешественники на электромобиле. Они планируют не только пересечь всю Россию, но и попутно устанавливать электростанции в разных городах страны. Так, в Набережных Челнах появится первая зарядка для электрокаров. О том, как такая идея пришла в голову петербуржцам, и о первых километрах путешествия в нашем сюжете. Еще никто в истории этой планеты не делал то, что хотим сейчас сделать мы. От Питера до Владивостока 10 тысяч километров. Мало кто решится проехать такое расстояние даже на обычной машине, не то что на электрокаре. Зарядки есть далеко не в каждом городе. Кроме России, некоторых стран СНГ и Африки, все остальное, весь мир, он просто покрыт уже зарядками. И их число увеличивается, удваивается, утраивается ежегодно. До Новосибирска мы доедем, в принципе, без проблем, зарядки есть, а вот дальше ничего нету. И мы рассчитываем на то, что наша машина, она может заряжаться с помощью рекуперации, то есть мы зацепимся тросом за грузовик, он нас протащит час, и машина зарядится. Путешественники из северной столицы возят электростанции с собой. Петр Мовчин и его команда занимаются производством зарядных устройств. Они решили за свой счет устанавливать станции в тех городах, где их нет. Теперь она появится и в Набережных Челнах. Желаем вам процветания, новых клиентов на экологически чистом транспорте. Вы первые, вы самые крутые. Спасибо. Зарядка ваша. Эту компактную электростанцию, от которой одновременно смогут зарядиться 2 электрокара, установят на территории отеля на проспекте Сюмбике. Здесь будет как раз парковка. Здесь, я думаю, разметку сделаем. Бетонное основание, и кабель пойдет туда. Это путешествие петербуржцы затеяли для продвижения электрокаров. По их словам, машины экологичны, экономны, но, к сожалению, не пользуются популярностью в России. Одно из главных преимуществ электромобиля заключается в том, что всего за 600 рублей эта машина может проехать 700 километров. В ней все автоматизировано. Управлять многими функциями можно даже с помощью мобильного телефона. Дверь открывается простым нажатием на ручку. Но внутри она мало чем отличается от обычной машины. Единственное, что здесь нет привычной панели приборов. Все показатели скорости, давления, температуры заключаются вот в этом компьютере. Разгоняется машина за 4,5 секунды до 100 километров. Оборудована автопилотом, который помогает держать полосу и не врезаться впереди едущую машину. Кроме того, у электромобиля отсутствует двигатель. И сзади, и спереди в этой машине багажник. Сразу после встречи с нами путешественники отправились в Ижевск. Всего в их маршрутной карте около 25 городов. Новые электростанции появятся в 17 из них. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса. Это просто. А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них вашему вниманию новости на татарском языке.